Участники круглого стола обсудили ряд вопросов, касающихся геноцида русского населения Донбасса со стороны современного украинского режима, как одного из пунктов плана русофобской политики Запада. Говорили о роли США и НАТО в формировании и продвижении русофобской идеологии на постсоветском пространстве. Министр иностранных дел Абхазии Инна Ларзенба отметил активное развитие антироссийской информационной кампании западными странами. Выступаем за объективное освещение того, что происходит сегодня на Украине, но, к сожалению, если вот включить, я по утрам смотрю телеканалы CNN, BBC, Евроньюз, там ситуация далека от объективности. Это надо, конечно, объективно заметить. Сегодня мы видим, как западные страны активно используют некоммерческие организации для проведения и для продвижения своих интересов. Да и, честно говоря, на Украине то же самое. С развитием современных коммуникационных технологий и влияние на умы людей за счет подачи соответствующей информации заметно упростилось и стало одним из важнейших политических инструментов, отметил временно поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов. Он особо подчеркнул, что тема русофобии в последние десятилетия стала фактически внешней доктриной целого ряда государств. Для крупных западных держав, прежде всего для Соединенных Штатов, русофобия является одним из инструментов распространения своего глобального влияния. Тиражирование стереотипа, что развитие России не соответствует норме, то есть западному типу и западным ценностям, что оно угрожает миру и стабильности, позволяет Вашингтону оправдывать собственные гегемонистские устремления, а именно вмешиваться во внутриевропейские, внутриазиатские дела, во все те процессы, которые происходят у границ нашей страны под предлогом обеспечения глобального сдерживания России. На практике это выражается в том, что безопасность не только Европы, но целого мира поставлена под угрозу. Односторонние санкции приводят к экономическим потерям, угрожают замедлению поступательного развития целого континента. По мнению секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, США и западные страны пытаются навязать России экономическую гонку. Всеми способами они втянули Россию на проведение спецоперации в Украине. Война и вот это соперничество экономическое, по их разумению, как раз и должно привести было к краху России, так же, как и к краху Советского Союза. Я помню, когда на каких-то конференциях там разговаривал там, с западными аналитиками, там, экспертами, они говорят, да, Россия у нас в повестке дня где-то там далеко, внизу, сейчас другие вопросы, Россия у кого это? Появился лидер, и страна заявила о своих интересах на мировой арене. Идет совершенно очевидно переустройство мировой системы. Вот с этим мы сталкиваемся. Живем в эпоху перемен. Участники круглого стола говорили и об информационной войне, которую Грузия развернула против Абхазии во время войны и после. Вспомните, 30 лет назад, кто нам противостоял? Абхазии, маленькая Абхазия противостояла Грузии, во главе которой стоял самый известный демократ в мире Эдуард Амбросович Шеварднадзе, которого лично знали все руководители западного мира. И принимали его, и были благодарны ему за то, что он многие позиции сдавал, вот, будучи министром иностранных дел СССР. Но в качестве примера фейков, значит, из его уст прозвучало в Организации Объединенных Наций, когда он давал оценку тому, что происходит в Абхазии, он сказал о том, что в Абхазии идет война против исламского фундаментализма. Вот вы представляете, как нужно не уважать людей, к которым ты обращаешься, и это весь мир слушал его, да, и верил ему. Когда на твоей стороне справедливость, ты можешь победить все эти фейковые выпады и все эти кампании, независимо масштаба задействованных ресурсов, можно победить только правдой, только гуманизмом. И то, что мы сейчас вот видим, каждый день, сейчас здесь уже говорили об этом, каждый день, открывая социальные сети, информационные источники, информационные агентства, и журналистам, и гражданам, конечно, нужно все подвергать сомнению, все нужно перепроверять. На круглом столе также выступили и представители Минобороны Абхазии. На сегодняшний день вооруженные силы приведены в боевую готовность в связи с проведением плановых военных учений.
Мы внимательно следим за ходом специальной операции, проводимой вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Что могу сказать? На сегодняшний день, как и всегда, вооруженные силы Республики Абхазия готовы к выполнению задач по предназначению. Начальник штаба 7-й военной российской базы в Абхазии Владимир Рогалев сообщил, что основная часть базы находится в республике, выполняя задачи плановой боевой подготовки на полигонах и в состоянии обеспечить совместно с вооруженными силами Абхазии безопасность на территории страны. В работе круглого стола также приняли участие эксперты из России по видеосвязи. Аля Катрапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.